Значит, несколько дней назад прошла пресс-конференция главы республики Юнусбека Евкурова, где он обозначил свою позицию по пригородному району и сказал, вот я буквально, что является сторонником укрепления границы Северной Осетии в существующих границах. Вот что вы думаете по этому поводу, насколько это было ожидаемо? И еще возникает один вопрос. Почему такую позицию руководство республики не заняли, когда подписывалось соглашение с Чеченской республикой 26 сентября 2018 года? Ну, вот у меня перед глазами лежит как раз выписка с той его пресс-конференции. Причем я хочу отметить, что именно вот эта часть, которая касается вопроса, на который он отвечал по Пригородному району, ее очень тяжело сейчас найти в интернете. Не знаю по какой причине, но с большим трудом пришлось, я нашел этот материал, он только сохранился у человека, который его вот у себя сохранил на рабочем столе компьютера. Значит, глава республики считает преждевременно поднимать вопрос установления административной границы. При этом он говорит, что он готов эту границу установить, но общество не готово. Да, действительно, общество не готово сегодня, если он собирается эту границу устанавливать также по-воровски, тайно, как он это сделал с восточной нашей границей, когда сама процедура установления границы сопровождалась ложью, угрозами, подкупом людей, от которых зависели от принятия тех или иных решений. Более того, я уверен, что если он попробует точно так же это сделать именно и с западной нашей границей, то у меня нет сомнений, что это будет очень тяжелые последствия иметь для руководства и для людей, которые будут поддерживать его позицию. И 4 октября это будет такими цветочками казаться по сравнению, если руководство Ингушетии попробует таким же методом решить вопрос и Северной Осетии. Вот. Дальше, значит, то, что касается его, у него очень специфичный язык. Вот он говорит, например, что у Ингушетии есть муниципальные границы по Джайравскому и Назрановскому району с Осетией, и их нужно укреплять. Но слово «укреплять» это происходит от слова «крепость». Вот хотелось понять, что он имеет в виду. Крепости мы там должны строить на этих границах или что, каким образом укреплять. Но дело не в этом, самое главное. Дело в том, что мы вот по поводу установления административной границы, то есть в любом случае мы сегодня не допустим, чтобы это установление границы прошло таким же тайным путем, как оно прошло с чеченской стороной. Мы прекрасно помним, что еще в 1992 году была создана комиссия правительства Российской Федерации, которая должна была установить эту границу между Северной Осетией и Ингушетией. Причем свою работу она должна была основывать на законе от 26 апреля 1991 года о реабилитации репрессивных народов. В том числе там есть статья о территориальной реабилитации. И на основании вот именно этого закона и должна эта граница административная устанавливаться. Кроме этого, согласно постановлению Конституционного суда Российской Федерации от 6.12.18 года, в этом постановлении прямо указано, что муниципальные границы вторичные по отношению к административной границе субъектов. То есть утверждение главы республики, что у нас есть какие-то устоявшиеся границы в пределах муниципальных образований, это в принципе в соответствии с той практикой судебной, в том числе, которая сложилась, они на сегодня не имеют под собой никаких оснований. То есть судьи Конституционного суда вынесли решение, что муниципальные границы могут меняться. Если изменится административная граница, или она будет установлена, эта административная граница, соответствующая вот законам о реабилитации репрессий народов, то, в принципе, поменять муниципальные границы нам никто не запретит. Мы также можем их поменять в соответствии с исторической справедливостью. Поэтому вот, мы в любом случае приложим все силы и не позволим, чтобы вариант Северной Осетии он прошел также безболезненно для руководства нашей республики, как это у них прошло вот именно с Чеченской республикой. В случае Северной Осетии этот вопрос должен обсуждаться. Здесь нужно привлекать широкие слои населения, и историков будем привлекать, и юристов будем привлекать. И только таким образом мы
будем согласны на установление этой границы административной именно с Северной Осетией. Ну, я даже больше подчеркну, когда 26 сентября значит, руководители Чеченской Республики и Ингушской Республики подписывали соглашение об установлении границ, они ссылались на карту 1934 года. По этой карте 1934 года Пригородный район Ингушетии, тогда находился в составе Ингушетии, и площадь у него была около 700 квадратных километров. Рамзану Кадырову удалось, ссылаясь на эту карту, убедить и Евкурова, и Матовникова, и главу нашей страны, и Конституционный суд, что территория, которую он получил, она была исконно чеченская. Поэтому, я думаю, и Юнусбеку Бамангелиевичу не составит никакого труда, основываясь на карте 1934 года, имея на руках закон о реабилитации репрессивных народов, имея судебную практику и постановление Конституционного суда, ему не составит сегодня никакого труда доказать, что часть Пригородного района, восточная часть нынешнего Пригородного района, площадью 700 квадратных километров, исторически является ингушской территорией. Он сможет это доказать, я уверен, и Битарову, и Матовникову, и Путину, и всем остальным заинтересованным. Ну, здесь, как говорится, торг здесь неуместен. Пригородный район, как он был исконной ингушской территорией, так и останется. И есть закон, который надо исполнять, который не исполняется сегодня. Это закон о реабилитации репрессированных народов, той его части, где говорится о территориальной реабилитации народа ингушского. Здесь не может быть никаких двойных, тройных и никаких других стандартов. Мы тогда, когда у нас была акция на площади, мы тогда услышали эти слова по устоявшимся границам. Значит, мы не меняем границы, никакого изменения нет. Значит, по сложившимся, вот эти слова, вы думаете, это был посыл для наших западных соседей. Это был посыл, решая якобы вопрос по определению границ Востока с Братской Чеченской Республикой. Он делал посыл этими словами туда. И сразу же после 26 сентября, 27 числа было письмо Северной Осетии на Росреестр по определению там границ в Жейрасском районе. Именно под горой, там все это, и от Кавдаламита, внесение изменений. Потому что вот эти слова, нам нужно не то, что слова слышать Евкурова, нам нужно между строк читать его слова. У него далеко идущие планы, и вот эти посылы он делает не просто так. Поэтому решение вообще вопроса по пригородному району ему и воздыхателям его сегодняшней команды вообще лучше не подходить к этому вопросу. Лучше оставить народу и будущим поколениям мы найдем, но только не в его период. Мы видим, мы уже увидели и узнали, как он решает вопрос по определению границ. У нас есть закон о реабилитации репрессированных народов от 26 апреля 1991 года. Вот основа. Закон обратной силы не имеет. Абсолютно дальше идущее муниципальное образование, где-то что-то такое, то, что он не придумывает, по устоявшимся границам, по сложившимся границам. Нет. Не нужно его слушать. Поэтому руки прочь от пригородного района. Ахмед, я думаю, что мы достаточно хорошо с вами обсудили этот вопрос, и достаточно исчерпывающе. Да. Еще один вопрос, я хотел бы из его интервью, значит, сделать на него акцент. Значит, глава республики сказал, что с учетом существующих реалий нужно больше уделять внимание обеспечению межнационального мира в пригородном районе. И он повел разговор об интеграции лиц ингушской национальности, которые там сегодня живут в обществе. Я полностью поддерживаю, что об этом надо заниматься, но считаю, что интеграция ингушей, которые сегодня находятся в пригородном районе, а их количество почти 30 тысяч человек, было бы гораздо успешнее, если бы руководители нашей республики, они бы действовали по принципу, который в армии он существует, и глава республики об этом знает. Делай как я, когда командир делает. Вот если бы сегодня бы руководители нашей республики, выходцы, в том числе из пригородного района, сегодня жили бы там, то есть если сегодня Евкуров вместе со своей многочисленной охраной жил бы сейчас в Ангуште, его дети учились бы в школе Ангушта, где туалет находится на улице, где нет горячей воды, если бы ему приходилось каждый день добираться до Ингушетии на работу, проезжая посты черменские, я думаю, ситуация с интеграцией шла бы гораздо быстрее, во-первых.
потому что его дети, и его супруга, и родственники на себе почувствовали, как живут ингуши сегодня в пригородном районе. И я думаю, и безопасность ингушей, которые живут там, она бы тоже бы выросла сразу же сегодня. И люди бы, увидев, что руководитель республики живет там, откуда он вышел, где его родина, они бы тоже потянулись бы в пригородный район и начали бы восстанавливать свои дома. В том числе это касается и секретаря Совета Безопасности Зейтова, который тоже мог бы жить там, в Ингушетии. Это касается министра по межнациональным отношениям Индиева, который мог бы в Индиево тоже жить. Это помогло бы развивать это село и Годоборшево. И у нас десятки есть больших и маленьких начальников, действующих сегодня, которые могли бы сегодня жить там, и это все способствовало интеграции. И есть большое количество бизнесменов, которые крутятся вокруг руководства республики, которые сегодня могли бы открывать там предприятия, создавать рабочие места, потому что безработица – это самая сегодня страшная проблема, которая мешает интеграции именно ингушей туда. Вот. Поэтому я думаю, что из всего его интервью, в принципе, вот этот тезис, он имеет под собой какие-то основания, то есть о том, что должна быть интеграция сегодня. Но начинать надо в первую очередь с себя. Не отсиживаться здесь, в Ингушетии, а жить там, разделить с людьми, которые там живут, все горечи, печали, радости, которые там живут, а не наезжать туда насколько на эту территорию. Да. Жила, вот еще несколько слов. Там, где он в этом выступлении говорит населенные пункты, где компактно проживают. А что ему мешало в течение 10 лет? Вот у нас есть закрытые населенные пункты. Ни один населенный пункт с его приходом не открыт, на который наложен запрет. Почему выше Куртата мы не можем? Ир, Камбелеевка, Октябрьская, Южная, Редант, Нижний Редант, Хутор Попова, Черноречье, Терк. Почему об этом никто не думает? Почему там, где лежит запрет, вот он сейчас говорит о компактном проживании, вот там он готов. Сегодня он говорит, и то есть закрытые даже внутри населенного пункта, есть закрытые территории, вот как в Чермене примерно. Анклав. Да, вот целый, да, центр, вот Чермен, он закрыт. Там, где я проживал, где мои братья, мой отец, мы проживали. Закрыт он. Не только для нас, но и для многих ингушей. Также во всех населенных пунктах закрытые улицы есть, закрытые территории, куда нельзя переходить, где нельзя нашим детям ходить в школу. Эти дети ходят сюда, эти ходят туда. Вот где, вот как Барах говорит, ему нужно было там. Ни один населенный пункт с его приходом за 10 лет не открыт. Ни с одного населенного пункта не снято это вето. Вот где, куда нужно было ему смотреть. Кого он переселил туда? С его приходом кто у нас переселился туда? Кто заселился? Какие дома восстановлены? Что восстановлено? Вот, у меня есть данные, значит, я разговаривал с жителем Ингушета. В 2009 году в Ингушете жило 600 ингушей. С того момента, как главой республики стал Юнусбек Баматгириевич, население уменьшилось на 20%. То есть сегодня там живет 500 человек. Да, ингушское население. Да, ингушское население. То есть вместо того, чтобы после того, как человек становится главой республики, казалось, что село должно процветать, расширяться, население уменьшилось на 20% этого населенного пункта. То же самое происходит в Индиево, Годоборшево. Там 500 домов стоят, ждут своих хозяев. Никто не мешает этим людям туда заселяться. Просто у людей нет работы, люди не уверены в своей безопасности. Вот и все причины. Почему они туда не едут? Эти причины можно очень легко решить вот таким, как я вам говорю, способом. Расстояние от Троицкой, например, до Магаса гораздо дальше, чем расстояние от Магаса там, до Индиева. А расстояние от Сунжи до Магаса, в принципе, соответствует расстоянию от Ингушета до Магаса. Потому что многие начальники у нас ездят в Магас именно с этих населенных пунктов. Они могут прекрасно ездить с тех же населенных пунктов. И на месте строить там и полицейских, которые нарушают закон. И требуют от администрации местных, чтобы они больше финансировали ингушские села. Потому что там их дети будут учиться, их жены там в магазины будут ходить. Но их это сегодня не волнует, этот вопрос. Это совершенно справедливо, конечно, то, о чем мы говорим. Да, и самое главное, конечно, безопасность. Мне кажется, если бы люди чувствовали себя в безопасности, то очень многие бы вернулись. И потихоньку начали бы заниматься тем же сельским хозяйством, тем же животноводством,
И, соответственно, конечно, инвестиции. Инвестиции. Прежде чем учить других, командир Безопасность. должен показывать пример сам. Да. Тогда он имеет моральное право кого-то учить и кого-то призывать туда переезжать.